Ну, я там говорил сахра. Сахра это поле. Сахрага барга керек, сахра утрга. Поле сахра, говорили мы как раз. Ярдам, хардан, помогать, ярдам. Юрдам это фарси, ярдам по-татарски, ярдамши помощник. Ну, понедельник, душанба. Или обычно вот употребляется ахирин. Ахырга у нас вот, ахырга у них ахирин. Шагир, шагира женщина, поэтесса. Шагир, значит, это поэт. Шигрлар, это стихи. Вот. Поэтому, естественно, у нас поэт шаир, это, допустим, у нас с фарси, хакикат. Вот газеты есть, сухт хакиката, на узбекском языке выходит с Агдийской области газета областная для узбеков, сухт хакиката. Ваш покорный слуга там печатался, о нем, правда, мой юмор там печатался, обо мне был, фотографии, все. Вот, хукумат, совет хукумат, даулят хукумат это правительство. Наверное, однокоренное со словом хаким. Хаким там, значит, правитель. Ид аль-фитр. Ид аль-фитр. Фитр. Праздник Ид аль-фитр. Помните, да? Вот праздник это ид означает. Ид кардан это праздновать. Тажриба у нас опыт, тажриба. Ну, у них практика. Вот, ну, у нас тоже видно все-таки, надо полагать. Раис у нас председатель. Раис председатель. Маджлис это собрание. Раиси, маджлис, в фарси будет председатель собрания. Мугалим. У нас, я еще маленький был, помню, старшие там в нашем селе татарские ребята говорили мугалим. У нас мугалим говорят. У них муалим. И я спрашивал у разных народов, как уважительно, допустим, у казахов надо, значит, уважительно сказать там, допустим, мырза. Мырза значит князь. Мырза. Потом эфенем. Эфенем это уважительно в Турции. Там говорят, мой господин эфенем. Ханым эфенде, госпожа. Вот. Муалим это было бей раньше в Азербайджане, допустим. Ильхам бей, надо говорить. Ильхам бей. Значит, а сейчас уже стало в Азербайджане Ильхам, это как муалим. Муалим это значит учитель. И в турецком языке муалим, если не ошибаюсь, там тоже обращается учитель, дескать. Может быть, не так. Я вот быстро, когда говорю, к сожалению, не могу. Вот. Что еще хочу сказать? Дават. Вот иногда религиозные деятели давва, значит, приглашает он, дават. Вот. Очень легко, вот, кстати, если несколько слов выучить, да, таклиф еще в турецком есть, допустим, предложить, у них пригласить, оказывается, таклиф. В турецком девет итюр, это значит пригласить, а таклиф этмек, это значит предложить. А у них вот пригласить таклиф, кардан. Пригласить в гости, соответственно,
Ба мехмони дават кардан. Очень легко запоминается. Пригласить гостя. Мехмон это гость. Вот. Мехманон это гости. Дават это приглашение. Кабул. Ну, Кабул, миссия в Кабуле. Кабул итирга. Принять. Аллах Тааля садакагазны кабул итсин, говорят. Это значит прием. Пусть Аллах примет вашу, значит, подношение или как жертву, пусть примет жертвоприношение. Кабул кардан делать, значит. Что там? Ну, прогулка, конечно, саяхат. Саяхат кылырга, прогулка. У нас саяхат еще путешествие означает. Асарлар. Язушенын асарлары, произведения писателя. Мусафир, допустим, путешественник. У нас мусафир это гость. Мусафир. Я еще легко запомнил, когда на Кипре был в 97 году, и мне турецкие братья говорят: «Сян мусафир». Я уж понял, сян это син, ты, значит, мусафир. Я тогда не понял, что это означает, но я сразу слово запомнил: муса и эфир. Мусафир. Это, оказывается, в турецком у них гость означает. А вот в фарси это путешественник. У нас саяхатче. Вот это правильно, саяхатче. Саяхат – путешествие. Сафар – путешествие еще означает. Вот. Ну, что еще? Джумга. Это значит джума, пятница. Разрешение у нас по-татарски рухсат. Давайте разрешение, рухсат беру. Или рухсат алу. Рухсат беру, давать разрешение, рухсат алу, получать разрешение. Вот. Ну, натижа, у них натижа, у нас результат. То же самое практически с фарси. Натижа, результат, значит. Вот Аму дарья, Сыр дарья. Я купался в Таджикистане, в Ходжанде. Стыдно вспомнить, что-то у нас... Какая река здесь протекает в Ходжанде. В жару было вообще замечательно. 40 градусов в тени или 45 в тени. И вот как раз и искупался. Очень понравилось. Дарья, река. Вот карар. Вынести решение. Карар, у них карор. Родина ватан, естественно. Язык у них, конечно, забони. Забони таджики, например. Таджикский язык. А у нас тиль. И, естественно, у тюркских языков диль, тиль. Ну, ладно. У них сум у нас в татарском сум, тенка. У них рубль, сом. Сом 5 рублей. Ну вот саф. Сафларгыз туры болсын, или как там, ряд, чтобы у вас был прямой. Саф это ряд. Обычно означает. Вот. Или вот, допустим, туй, естественно, никах. Вот это тоже с фарси у нас пришло. Туй. Вот баг. С фарси пришло. Карабах. Кара это черный. Карабах. Ну, чтобы легче было, бах пишут. Карабах. На самом деле Карабах, как у арабов. Вот Карабах, черный сад. Вот. Ну, нур это свет, естественно, у нас. Свет и дунья. Тоже
если взять, вот дуня, это свет, этот есть в смысле мир. Вот. Ну, сархатиб, вот у нас хатиб. В этом фарси котиб, секретаря, у нас сархатиб. Кишлак. Кишлак это село, естественно. Худжагин, худжагин, худжагин. Хужалык у нас. Худжагин и аул худжалыгы говорят. Кальб. Кальб у нас юрак в татарском, сердце. А в этом фарси там кальб. И вот в турецком тоже кальб. Это сердце означает. Куват. Куват, кудрат. Это, кстати, у нас употребляется татарского. Это сила означает. Кудратле, сильный, значит куватле. Вот. Ну, что ж сказать еще. Киссаи Юсуф. Если Хулгали читали Киссаи Юсуф, сказание о Юсуфе. Ну, в фарси это означает сказка, значит. Ну, у нас сказание о Юсуфе. Юсуф. Это Иосиф, кстати, если кому непонятно. Иосиф, это, как у нас говорят-то, библейский персонаж это, Иосиф. Киссаи Юсуф, сказание о Юсуфе. Вот. Ну, конечно, у нас маджлис мы, естественно, уже сказали. Вот, как сказать, у них милькият, мульк, собственность, мульк. Мулькат, что ли, еще у нас говорят, мулькат. Это значит собственность означает. Вот сарбаз, солдат. Солдат, сарбаз обычно. Ну, маглюмат, вот сообщение, допустим, маглюмат, хабар, это мы уже говорили. Музыка хорошая там, татарская. Слушаю просто и перестаю соображать. Чаршамба, естественно, вот среда, да. Вот булат. У нас сталь. Булат. Булат это сталь, то же самое. Хайкаль это статуя, памятник. Памятник статуи Хайкаль. Допустим, Муса Джалиль Хайкале. Памятник Мусы Джалиля. Мусы Джалилю. Допустим, памятник Ленина Хайкаль. Памятник Ленину. Не надо говорить памятник Ленина, а Ленину. Я как-то в одной группе написал, поправил одного админа. Он мне потом персонально письмо написал и слово из 3 букв перевернул, чтобы его не забанили. И написал, ну, вместо благодарности. А я хотя не стал открыто ему писать, а написал просто так, дескать, вот как надо. Очень многие, кстати, те, которые русскоязычные, они, когда кто-то из татар или других национальностей начинает им уточнять вежливо, они приходят в какое-то бешенство, дескать, как он посмел, как у нас говорят, ну, черти не русские, дескать, что это вы там себе возомнили, как это ты можешь больше меня знать, что ли, это что ли означает, не знаю, иначе чем объяснить то, что человек взял и просто-напросто меня послал подальше. Я ведь не открыто, не принародно его поправил, а в персонаж, то есть это, как сказать, в личку я написал ему, дескать, извините, пожалуйста, но вот правильно вот так вот надо. Нас учили на журфаке и в редакции, так что вот...